Сезон пересадки деревьев начинается весной до распускания почек, осенью в сентябре, когда деревья начинают готовиться к спячке. Сегодня будем пересаживать вишню двухлетнюю бессею и черную смородину трехлетнюю. В 2020 году делали пересадку, в 23-м, 24 мая, она трехлетняя. Достаточно. В первый сезон посадки удобрения не применяются. В следующем году, в первой половине лета, мы вносим азотные удобрения, как мочевина, полный комплекс удобрения, нитраты. Во второй половине лета вносим суперфосфат, калий. Сейчас будем пересаживать нашу черную смородину трехлетнюю. Яму выкопали мы на штыковую лопату диаметром 40 сантиметров. Так как земля сейчас уже насыщенная у нас, весной еще не отошла. Обычно яму надо залить полностью водой. Вода уйдет, только после этого начинать пересаживать растения. Ну, так как другого у нас дренажа нет, мы сейчас возьмем просто песок. Можно обязательно вот так вот топтать, чтобы там не было воздуха. Так, обрезку делаем уже только после посадки. Снегом ее немного повредило весной, когда снег таял. Так как мы ее выкапывали, корни сильно повредили, так что верхушки мы на 1/3 удаляем. Чтобы она в дальнейшем у нас не мучилась, чтобы силы туда не забирала, если он может не хватить. Поэтому кончики удаляем и сразу задаем форму кусту. А с чего растение может погибнуть? От чего угодно. Или перелили, или не полили, или пересадили на соленую землю. Не хватило там или песка, или перегноя, или удобрения пережгли. Можно даже и сжечь свежим навозом. Его, если подкармливать, то надо разбавлять его с водой. Эта вода должна постоять. Потом только можно поливать. Приствольный круг обычно надо шевелить, изредка, чтобы растение дышало. Временами рыхление заменяет даже полив. Постоянно подкормка, перегной подсыпать постоянно по кругу. Поливать. Земля не должна быть ни сильно мокрой, ни сухой. Если перевозите далеко, на машине сверху, допустим, наверху, допустим, сама крона должна быть полностью закрыта, чтобы она не подвергалась этому сквозняку. И земля должна быть насыщена, чтобы хватило воды до конца пути, до конца пересадки. Если надо останавливаться где-то, если видите, что вода испаряется, надо воду подливать, соответственно, конечно. Цветущие растения нельзя пересаживать. Если даже у вас саженец попал с цветами, то цветы надо обязательно удалить после как вы посадили. Ну, растение адаптируется по-разному. Конечно, желательно, когда растение переводишь с одного места на другое, она должна переехать со своей частицей земли. Желательно, чтобы она должна переезжать в спящем виде, конечно. И землю тоже надо перевести, ту, в которой она находилась, конечно. Растения после пересадки адаптируются по-разному. Зависит от района, от грунта, соответственно. Где-то одна культура растет лучше, где-то другая. Крупные саженцы, такие как яблоня, так как корни расположены по проекции кроны, берется вот веточка, отступается вот так. И начинается от края. Ботаническом растет в саду лиственница, береза, сосна, ели есть, тополь, яблони, осина есть, кедровый стланник, черемуха, боярка есть, бузина, рябина. Из кустарников есть калина, сирень, рябина, кизильник, позднякова, смородина красная, черная, вишня есть, крыжовник, шиповник, ну и многое другое есть.